прямом эфире Пятого канала новости, в студии Евгения Губина. Я и мои коллеги расскажем о наиболее важных событиях этого дня. И сейчас коротко о главном. Прекратить отключение потребителей и найти более приемлемые способы обеспечить свет и тепло, потребовал от правительства президент страны. Депутаты парламента внезапно поняли, что зима будет тяжелой, и начали критиковать энергетиков, хотя сами месяц назад одобрили их отчет. Что мешает экстрадиции бывшего кыргызского принца Максима Бакиева? В Бишкеке прошел очередной раунд переговоров с британской делегацией. Одно из лучших на сегодня пособий по изучению кыргызского языка для начинающих. Презентация нового учебника состоялась в столице. В центре внимания сегодня сфера энергетики и серьезные изменения, связанные с опубликованным обращением президента. Глава страны выразил свою позицию по поводу действий правительства, которое так и не смогло избежать энергетического кризиса. Приводим вашему вниманию полный текст заявления Алмазбека Атамбаева. Разделяю озабоченность граждан Кыргызстана в связи с кризисной ситуацией в энергетике. К сожалению, пассивная позиция правительства, отсутствие глубокой проработки вопросов подготовки к зиме в Министерстве энергетики и промышленности, боязнь чиновников брать ответственность на себя привели к недостаточно взвешенным решениям. Наш народ прекрасно понимает, что в связи с маловодьем возможности Кыргызстана по выработке собственной электроэнергии существенно снизились. В то же время я считаю глубоко ошибочным подход, когда недостающие для относительно безболезненного прохождения зимы 2 миллиарда 400 миллионов киловатт-часов электроэнергии чиновники решили изыскать путем отключения промышленных потребителей и населения. Я уже поручил правительству проработать вопрос о закупке дополнительных объемов электрической энергии у соседних стран. Понятно, что она будет обходиться гораздо дороже, чем наша собственная. Однако я уверен, подавляющее большинство кыргызстанцев готовы платить за импортную электроэнергию, чем сидеть без электрического света, тепла, телевидения и других бытовых удобств. Поэтому правительство обязано вернуться к рассмотрению тарифной политики и внести необходимые коррективы. Тем более, что суд усмотрел нарушение установленных законом процедур при утверждении действующей тарифной политики. Правительству необходимо говорить людям правду. Если для обеспечения безопасной работы энергосистемы требуется временное отключение электроэнергии, следует открыто сказать об этом. Однако при любых ограничениях в первую очередь должны быть защищены интересы простых людей. Народ Кыргызстана примет честный и справедливый разговор с властью, поскольку прекрасно осведомлен о реальном положении дел и не меньше чиновников обеспокоен будущим энергетики страны. Назрело принятие некоторых кадровых решений в сфере управления энергетикой. Осмонбека Артыкбаева я считаю честным, добросовестным руководителем, но в сегодняшней ситуации на посту министра энергетики и промышленности нужен профессиональный менеджер из непосредственно энергетической отрасли, глубоко знающий все проблемы и нюансы этой сферы. В целом, в вопросах развития энергетики моя позиция остается прежней. Кыргызстану необходимо вводить новые мощности, причем не только гидроэлектростанции, но и тепловые. Необходимо ускорить работу по проектированию и строительству завода по производству собственного газа на юге страны. Правительство обязано найти решение, при котором население страны будет иметь свет и тепло. Никакого отката в средневековье не должно быть. Тарифная политика должна быть понятной людям, а приведение тарифов в соответствие с реальными потребностями энергетики для ее сохранения и будущего развития должно сопровождаться эффективными мерами по борьбе с коррупцией. И сразу же после заявления президента свой пост покинул министр энергетики и промышленности Осмонбек Артыкбаев. Об этом сообщает агентство 24KG. По данным журналистов, он уже попрощался с коллективом. В своем последнем слове Артыкбаев отметил, что обвинения в его адрес обоснованы. Также он согласился с мнением президента Кыргызстана о том, что отраслью должен управлять профессионал. В Минпромэнерго пока не знают, кто заменит Артыкбаева на посту. И следом за Артыкбаевым свой пост покинул заместитель министра энергетики и промышленности Кванычбек Турдубаев. Он тоже написал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом также сообщило агентство 24.kg. Повышение тарифов на электроэнергию, отключение южной столицы от газа и запрет на электроотопление. В
кресле министра энергетики Осмонбек Артыкбаев оказался куда менее успешным, чем в фармацевтическом бизнесе. Биографию теперь уже бывшего главы Минэнерго вспоминала Карина Христова. Кандидатуру Осмонбека Артыкбаева на должность министра энергетики и промышленности в мае 2013-го депутаты одобрили почти единогласно. Правда, в обществе это кадровое решение вызвало, мягко говоря, недоумение. Основной деятельностью чиновника был фармацевтический бизнес. Поставка медицинского оборудования и лекарств позволила ему стать одним из богатейших людей страны. 5 лет назад, по версии газеты «Де-факто», он был 11-м в списке самых обеспеченных кыргызстанцев. Доктора философии Европейского университета с энергетикой связывало немногое, разве что первое место работы. 3 с лишним десятилетия назад он был электрослесарем на Токтагульской ГЭС. А вот в своей политической карьере Артыкбаев успел посидеть и в депутатском кресле, и в правлении Кыргызалтына до назначения на должность главы Минэнерго. Возглавлял госинспекцию по экотехбезопасности. За первый год в министерстве Артыкбаев ничем выдающимся не запомнился, разве что обещаниями работать не покладая рук даже во время заслуженного отпуска. Отпуска не будет для министра, для заместителей министров министерства и также заведующие отделы, начальник управления, руководители энергокомпаний. Мы работаем сейчас фактически днем и ночью, и даже суббота, иногда захватывая воскресенье. Иначе просто мы не будем успевать. Промышленность в названии министерства при Артыкбаеве была лишь ненужной приставкой. Внимание ей глава ведомства уделял редко и даже при посещении производств. Частенько сбивался на темы энергетики. Зимой будет по-всякому, но мы сделаем все, приложим усилия, поэтому сейчас днем и ночью работаем. А еще были смелые планы – достроить ЛЭП Кимин и начать продавать электроэнергию за границу. Летом, на короткое время, где-то в течение 3-4 месяцев, и по дорогой цене, приблизительной цены экспорта будет где-то 8 и 8,5 центов. Вот. А вы знаете, на внутренний рынок мы продаем сегодня где-то в районе 1,5 цента. Впрочем, мечтам министра сбыться было не суждено. Кризис в энергетике, катастрофическая нехватка воды в Токтагульском водохранилище. В стране массово отключают электроотопление. Артыкбаевское ведомство идет на повышение тарифов. Решение это суд признает незаконным, но люди уже платят по счетам. Запомнились и 3 проваленных тендера на закупку угля для ТЭЦ, и уголовное дело по тому же поводу, и пустые угольные склады за месяц до начала отопительного сезона, и Ош, живущий без газа последние полгода. С таким списком провалов усидеть в кресле действительно нелегко. Чуть ли не впервые министр энергетики уходит в отставку еще до начала отопительного сезона. Тому, кто придет на его место и получит весь этот артыкбаевский багаж, можно только посочувствовать. Карина Христова, Азат Антымаков, 5 канал. Провалы в энергетике сегодня, наконец, привлекли внимание и депутатов. Дюгурку Кенеши тоже критикуют действия энергетиков, хотя сами же народные избранники ранее признали удовлетворительным отчет правительства о подготовке к зиме. Сегодня, пусть и поздно, депутаты спохватились и озвучили тревожные сигналы, давно уже поступающие от населения со всех концов страны. Гневные выступления депутатов выслушала Иджибек Бегалиева. В парламенте снова намерены вызвать министров на заседание, хотя не далее, как в прошлом месяце, правительство в полном составе здесь уже было. Отчет о ходе подготовки к зиме палата тогда одобрила, а сегодня, видимо, раскаялась. Вчера в правительстве заявили об обеспечении Нарынской области углем на 95%, а на деле в Куланакской сельской больнице имеется всего 2 тонны угля, хотя ежегодно поступало в 5 раз больше. В центральной больнице 10 тонн вместо 30. В детский сад для инвалидов в Атбаши не поступило ни 1 тонны. В школу села Кокджар в Актале поступило и половины из запланированных 150 тонн. То есть область обеспечена топливом на 40-50%. На дороговизну угля пожаловался Абдимуталип Качкарбаев. Несмотря на обещания министра энергетики, цены на черное золото, по его словам, поднялись на несколько тысяч сомов. Посредников на рынке топлива напугали сами власти, рассудили депутаты. Такая же проблема существует во всех регионах. Да, правительство пугало всех суровой зимой, но есть и другие обстоятельства. У нас существует лимит для автоперевозчиков 8-10 тонн. После подорожания бензина везти на большие расстояния небольшие партии угля невыгодно. Однако даже при этом дальнобойщики умудряются возить больше груза, заплатив взятку весовщику на КПП.
Для перевозчиков твердого топлива парламентарий просит установить льготный тариф. По его мнению, жители отдаленных районов этот жест правительства оценят. Тем более, что в некоторых из них давно начались веерные отключения. Баткенцы меня спрашивают, почему начали именно с нас. Жители области уже 15 дней остаются без света по 12 часов в сутки. Они возмущены тем, что и без того живут в приграничном районе без соответствующей социальной структуры. Кто устанавливает эти квоты? Почему так выходит? Много вопросов и у других парламентариев. Непопулярную идею об отключении электрокотлов, работающих на основе трехфазок, нардепы назвали неоправданной. Непонятым осталось и решение о повышении тарифов у этих же абонентов. Бизнесмены работают и исправно отчисляют налоги в госбюджет. Между тем, в гостиницах и кафе отключают не только электрокотлы, но и опечатывают кондиционеры зима-лето. Это что, саботаж? Народ и так недоволен последними действиями правительства. Никаких разъяснительных работ на местах не проводилось. Люди в растерянности. Нельзя было оставить трехфазки и заставить платить людей по повышенным тарифам. Те, кто использует обычный ввод, готовы платить 1 сом за киловатт, лишь бы не выключали свет. Надо ли напоминать, что документ о среднесрочной тарифной политике на электроэнергию сам Дёгур Кокинеш утверждать не стал. Дотянув до каникул, ответственность за изменение цен на электроэнергию нардепы переложили на плечи исполнительной власти, которая, не успев реализовать проект, проиграла в суде дело по его исполнению. Вы только представьте, у правительства есть отдельный юридический отдел. Да что там, целый аппарат. А суд своим решением отменяет постановление правительства. Зачем столько людей держать, если они не могут подготовить нормальную программу по тарифной политике? Я до сих пор не понял, что будет дальше. Тарифы все-таки повысят? И были ли на самом деле нарушения в исполнении тарифной политики по электроэнергии? Что собирается делать дальше министерство? Впрочем, вызывать снова весь кабинет министров депутаты, скорее всего, не будут. Тем более, что ключевое ведомство, Министерство энергетики, сегодня осталось без министра. Тюбек Бегалиева, Урмат Мамиталиев, 5 канал. И вот как раз сегодняшняя отставка министра энергетики может еще более усугубить сложившийся энергетический кризис в стране. Веерных аварийных отключений света кыргызстанцам этой зимой не избежать. Уже сегодня жителям регионов приходится обходиться без электричества по 10 часов. Впрочем, не лучшие перспективы ожидают и жителей столицы. Итак, какие запасы следует сделать на зиму, чтобы встретить холода во всеоружии, расскажет Дарья Тимофеева. Привычный список покупок на зиму в этом году следует значительно расширить, как минимум сильно изменить. Дабы бытовые приборы работали при слабом напряжении, потребуется стабилизатор. 90 вольт он легко преобразует в 220. Игрушка не из дешевых, от 2000. Деньги, отложенные на норковую шубу, возможно, придется потратить на инвертор. В случае отключения электроэнергии чудо техники вернет свет в ваш дом. Правда, за такие исключительные возможности нужно раскошелиться. Там дешевый аккумулятор от 700 сомов, ну и заканчивая приблизительно в районе 20 тысяч. Это самый большой. А инверторы от 4 и выше. Если брать простую 100-ваттную лампочку, ну и, например, 200-ный аккумулятор 200 ампер, приблизительно будет гореть в районе 20 часов. Обязательно стоит обновить запасы свечей и фонариков в доме. Это более экономный вариант осветить жилище. 1500 хватит отовариться на сезон. На столичных рынках выбор огромен. Единственный минус – о работе бытовых приборов, конечно, придется забыть. Такие фонарики – оптимальный вариант. Заряжаются они от сети быстро. На батарейки тратиться не нужно. А работают минимум часа 3-4. Да и цены вполне доступные – от 200 сомов. 700 – самый большой. Не лишним будет подумать и об утеплении. В многоквартирных домах отопление еще не включили. В большинстве же частных на зиму электрокотлы вовсе опломбировали. Традиционное решение проблемы – обогреватель. Для маленьких комнат подойдут дешевые ветродувы. Если же площадь большая, необходима более серьезная техника. Себе брать я посоветую масляный радиатор. Если, скажем, в магазине или какую-то... в промышленных целях, то есть просто магазин или цех какой-то обогревать, можно подешевле взять с лампами накаливания, не хромовый, то есть кварцевый можно взять. Так, а если карман позволяет, можно взять уже получше, самая новая технология, микротермические идут. То есть там нету элемента накаливания, нагревания, то
То есть ребенок, даже если тронет его, он не обожжется. И, естественно, он экономичнее. Многочисленные кофты и халаты в морозы заменит комплект термобелья. Подходящая как для дома, так и для улицы одежда подарит вам дополнительное тепло. Для катания в основном выбирают тонкое термобелье, потому что количество влаги, которое оно может отвести от тела, будет больше. Есть для пассивного. Оно отличается уже более сложной структурой ткани. Двойная ткань может быть тройного плетения. Оно, помимо всего прочего, также еще держит внутри себя прослойку теплого воздуха, которая и обеспечивает дополнительный согревающий эффект. Термопластыри позволят и вовсе не тратиться на лишнюю одежду. 30 сомов за штуку и полдня без забот. Спасением в холода может стать и вот такой специальный пластырь. Внутри него находится особый химический состав. Достаточно несколько раз встряхнуть и приклеить его под одежду. При этом 12 часов обогрева в этом случае вам обеспечены. В самых суровых условиях, которые, впрочем, не исключены для Кыргызстана, выжить поможет простая горелка. Даже без газа и света на ней удастся приготовить ужин. Дарья Тимофеева, Андрей Заверухин, 5 канал. Вопрос вступления Кыргызстана в таможенный союз, как ожидается, уже завтра рассмотрят в Минске президенты России, Белоруссии и Казахстана. Глава нашей страны Алмазбек Атамбаев сегодня вылетает на саммит глав государств. Там же запланировано подписание соглашения о прекращении действия Евразийского экономического сообщества. Исторический документ подпишут главы стран-участниц этой организации. И следом будет подписано соглашение о создании с 1 января будущего года Евразийского экономического союза. Также в Минске состоится ряд двусторонних переговоров с участием президента Алмазбека Атамбаева. В Бишкеке сегодня состоялась официальная встреча генерального прокурора Кыргызстана Аиды Саляновой с государственным министром юстиции Великобритании Эдвардом Фолксом. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа. На встрече были затронуты вопросы оказания взаимной правовой помощи по судебным приговорам в отношении сына экс-президента Максима Бакиева. Аида Салянова подчеркнула, что имеется ряд вступивших в силу вердиктов суда. В частности, приговор Первомайского районного суда, согласно которому Максим Бакиев заочно осужден к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Суд признал его виновным в организации покушения на гражданина Великобритании Шона Дейли. По итогам встречи стороны договорились продолжить сотрудничество в этом направлении. Между тем, многие эксперты заявляют, что вернуть Бакиева-младшего на родину вполне возможно. Джибек Бигалиева продолжит тему. Надежду на его экстрадицию Генпрокуратура не теряет уже 4 года. Впервые серьезные основания на это появились в 2012-м. Тогда Максима Бакиева, проживавшего в Лондоне, арестовали по запросу США. В Вашингтоне ему предъявили обвинение в мошенничестве на американской бирже и потребовали экстрадиции. Однако сын беглого президента, заплатив почти $500 000 в виде залога, избежал ареста. Меньше чем через год американская прокуратура отозвала запрос о выдаче младшего Бакиева. Вестминстерский суд в Лондоне уголовное дело закрыл. И вот спустя еще год в Кыргызстан приезжает министр юстиции Великобритании. Еще задолго до его визита слухи о возможной выдаче Максима Бакиева заполонили всевозможные форумы. Вернуть его в руки отечественной Фемиды, считают отдельные эксперты, можно. И отсутствие специального соглашения, по их мнению, проблема решаемая. Наша кыргызская прокуратура, другие правоохранительные органы, прежде всего Генеральная прокуратура, они знают полностью мировую практику. Вся документация, все материалы собраны согласно всем механизмам международного права. И поэтому, я считаю, мы вполне можем претендовать на то, чтобы экстрадиция в отношении Бакиева, она работала, я считаю, да. В отличие от одного из сыновей первого президента, побывавшего в Бишкеке этим летом, любимца Курманбека Бакиева ожидает более горячий прием. Однако каких-либо массовых беспорядков власти от его приезда не ожидают. Дестабилизация не приведет, потому что сейчас обстановка стабильная у нас. Вот. Но если станет вопрос о возврате, то, естественно, надо экстрадировать. До каких пор будут совершать преступления на территории Кыргызстана и убегать бывшие президенты, их приближенные, так будем говорить, дети.
Впрочем, специалисты, знакомые с юриспруденцией Великобритании, в возможность экстрадиции верят мало. Судебная реформа Туманного Альбиона считается одной из самых независимых в мире. Процедура выдачи преступников в этой стране построена следующим образом. Первоначально вопрос рассматривает Министерство внутренних дел, которое в свою очередь направляет дело в Королевский суд и Королевскую прокуратуру. Ни одна другая ветвь власти в процесс вмешиваться не может. Франция 10 лет добывалась выдачи подозреваемого в финансировании взрыва в парижском метро. 10 лет. Сколько правительств менялось в Великобритании. Они хотели выдать этого человека во Францию, но суд каждый раз отклонял такой запрос на основе недостаточно серьезных доказательств. И в последнее время британские суды, когда рассматривают вопрос об экстрадиции, они апеллируют к Европейской конвенции о правах человека, в которой говорится, что в экстрадиции может быть отказано, если в стране, запросившей об этом, применяются пытки, создаются ненадлежащие или унижающие достоинство человека условия в тюрьме, СИЗО и других местах вынужденного пребывания. То есть для того, чтобы увеличить шансы на экстрадицию Максима Бакиева, Генпрокуратуре, возможно, придется создать для него особые условия, гарантирующие соблюдение человеческого достоинства, прав и так далее. В этом случае суд может принять решение об экстрадиции в Кыргызстан. Но, опять же, ситуация такова, что Кыргызстан во всех рейтингах правозащитных и так далее находится не в лучшей ситуации. Между тем, когда-то самого богатого человека на родине ожидает заключение сроком на 25 лет. Первомайский суд признал его виновным по ряду статей, в том числе соучастие в преступлении, коррупция, заключение соглашений, противоречащих интересам государства. Масштабы махинаций и рейдерских захватов Бакиева-младшего до сих пор расследуются. Когда-то самый богатый, как его называли в прессе, человек имел отношение к продаже многих госпредприятий. Это и Канский цементный завод, Бишкекский шампан-винкомбинат и другие. К продаже готовился еще ряд объектов. Северэлектро, аэропорт Манас, Кыргызтелеком. Могущество одного из самых одиозных фигур того времени достигло предела, когда накануне своего дня рождения, в 2009-м, Максим Бакиев получил от отца по-настоящему царский подарок – должность директора Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям, сокращенно ЦАРИ. Аналогов этой организации не было, как не было и пределов ее могущества. Бакиев-младший фактически получил полномочия управлять всеми финансовыми потоками государства, а в перспективе готовился управлять страной. Дюбек Бегалиева, Эльдияр Бектемиров, 5 канал. Демократия Кыргызстана в опасности. Круглый стол на такую тему прошел сегодня в столице. Собравшиеся представители гражданского общества, политики и люди, борющиеся за это звание, обсудили проблемы гражданского общества и социально-политическую обстановку в целом. Однако состав участников и их высказывания дают повод опасаться отнюдь не за демократию, а за стабильность и порядок в стране. Подробности в материале Лены Нечаевой. Поводом для проведения круглого стола формально стал недавний инцидент с молодыми гражданскими активистами. Представители очередной общественной организации собрались провести курултай в Таласе. Сотрудники правоохранительных органов остановили активистов по дороге, изъяли и отправили на экспертизу несколько тысяч листовок. По данным МВД, в органы перед этим поступила информация о том, что печатная продукция содержит провокационные призывы. С демонстрацией этих листовок и раздачи так и не пристроенных красных ленточек начался демократичный круглый стол. Собравшиеся НПОшники были возмущены действиями милиции. Я конкретно заявляю от нашего движения, что мы не остановимся, нас не запугали. Мы будем продолжать действовать и будем особенно действовать тоже в регионах. В Кыргызстане в этом году прошло уже 373 митинга. Многовато для страны, где якобы ущемляют свободу проведения мирных собраний. Да и грань между мирными и деструктивными акциями протеста слишком тонка. Все мы прекрасно помним, во что выливались многие и многие обычные курултаи. Орган внутренних дел мы обязаны на сегодняшний день действительно соблюдать внутреннюю безопасность, чтобы недопущение каких-то внутренних дестабилизационных каких-то моментов. Имеется в виду в перерастании массовых беспорядков. На ярких примерах 2005-2010 года мы, органы внутренних дел,
одни из первых все это прочувствовали, мы знаем, что это, чем это чревато. Риск повторения в Кыргызстане сценария той же Украины сейчас слишком велик. Об этом твердят многие эксперты. Сложное экономическое положение выгодно и внешним недружелюбным силам, и неприкаянным, но амбициозным политикам. Многие собравшиеся на круглый стол активисты – это потенциальные руки для дестабилизации обстановки в стране. Та политика, которую проводит сегодняшняя власть, нас не устраивает. Нас новое поколение не устраивает, не оппозиционеров, именно нас, молодых людей, которые будут здесь жить. Нас не устраивает, что они продают стратегические объекты. Нас не устраивает, что без конца, бесцельно берут кредиты и просто крадут. Для Мавляна Аскарбекова такая площадка – возможность бесплатного пиара. Уже 4 года молодой человек отчаянно рвется к власти. В конструктивной деятельности не замечен. Умение говорить красивые речи и осваивать зарубежные гранты, видимо, было основным критерием для отбора участников этого круглого стола. Здесь же закиданные яйцами ваше, пришедшие во власть социалистами, а ныне демократы Джейнбеков и Абдрахманов. Их активность уж точно связана с предстоящими парламентскими выборами. Мы сейчас находимся в условиях хаоса и непоняток. 4 законопроекта о выборах, да, о внесении изменений в выборов. Все маломальски значимые политики, включая здесь сидящих, очевидно, уже начали работу. Грядущие выборы, вступление Кыргызстана в таможенный союз и ущемленные геополитические интересы всем известной зарубежной страны приведут к тому, что подобных псевдодемократических собраний в нашем государстве будет становиться все больше. Безобидный круглый стол – лишь вершина айсберга, часть большой нездоровой канители, с которой все начиналось на Украине и в Китае. Лена Нечаева, Иван Чижиков, 5 канал. Снять неприкосновенность депутата Нурлана Тарабекова сегодня попросила у парламента генпрокурора Аида Солянова. Напомню, в отношении этого представителя фракции «Арнамыс» возбуждено уголовное дело по факту подделки диплома о высшем образовании. По данным следствия, Тарабеков использовал поддельный диплом, желая получить чин государственного советника 3 класса. В свою очередь, это дало ему возможность ежемесячно получать надбавку в 15,5 тысяч сомов. Джигурку Кенеш принял решение создать комиссию, которая изучит доводы Генпрокуратуры. Презентация учебника «Кыргызский для начинающих» состоялась сегодня. Мероприятие прошло в Российском центре науки и культуры. Автор издания Элеонора Мамытова при поддержке представительства Россотрудничества разработала учебно-методический комплекс. Помимо книги он включает в себя аудиодиск, а также ключи и ответы, которые помогут успешно справляться со сложными заданиями. Цель издания – обеспечить более качественное и интересное изучение кыргызского языка для русскоговорящих студентов вузов. Кыргызский для начинающих ориентированы именно на носителей русского языка. То есть учебник предусматривает именно изучение кыргызского языка, отталкиваясь от русского. То есть для тех, кто в Кыргызстане является носителем русского языка, вот эта книга и предназначена. И это все новости, которые мы успели вам рассказать. Желаю вам хорошего вечера и до встречи. Витапрост улучшает половую функцию и поднимает настроение. Витапрост для настоящего мужчины. Азамат – менеджер. Макс – фанат горных лыж. Мурат – любитель сауны. Все останутся дома. Интересным и важным делам помешал хронический простатит. К тому же осложнил семейные отношения. Через 10 дней после комплексного лечения препаратом Витапрост они чувствуют себя лучше. Витапрост уменьшает боль, дискомфорт и нарушение мочеиспускания при простатите. Витапрост улучшает половую функцию и поднимает настроение. Витапрост для настоящего мужчины.